Какие трудности встречаются при изучении чеченского языка сегодня? Я, например, считаю, основываясь на своем большом практическом опыте, который у меня есть, это 30 лет преподавания в университете, потом 20 лет преподавания с разным людям. Вот. И я пришла к выводу, что сегодня орфография чеченского языка не соответствует. Многие моменты не соответствуют произносительным нормам чеченского языка. Поэтому, когда я объясняю, они спрашивают, как, а почему? А вот в книге написано вот так. Значит, пример приведем. Сан вместо сан. Почему, что меня побудило к тому, чтобы поднять это «н»? Это многочисленные слова, Эйнштейн, отвечающие на этот вопрос, которые произносятся темны. Просто его произносят. А почему? Потому что в школе преподавание русского языка опережает преподавание чеченского. И в русском языке дети уже запомнили, что «н» – это фонема, то есть ее надо читать. Раз она написана, ее надо произнести как звук, эту букву. А как же у нас получается? У нас получается, что мы пишем эту букву, и все. И дети ее читают, и учителя не исправляют в начальных школах. Не все, но исправляют, но не все. Я знаю по себе, потому что когда мы ходили со студентами на уроки, практика была педагогическая, и учителя объясняли, и не объясняли, слова приводили, но не объясняли, почему мы не читаем это «н». Ни один учитель не сказал, что в чеченском языке гласные бывают чистые и носовые. Нет, вообще этой фразы не прозвучало, понимаете? А они-то именно чистые и носовые. Бог, смотрите, не гун Бог, а Бог, Вот вам назальное, носовое. Понимаете? Ян, соурокши, ян ес, а пишется ян ес. Нету такого слова в чеченском языке ян. Есть только ян. Понимаешь? Вот, и так далее. То есть я это привожу примеры просто. И очень такой меня задевающий пример в Мациевском словаре. Я уже говорила о том, что словарь Мациева, я бы ему памятник поставила за то, что он его выпустил. Почему? Потому что если бы он его не выпустил, ни одного словаря потом бы не было. Это очень тяжелая работа. Собрать и выстроить все статьи, буквы. Это статья называется, буквенная. Вот. А сейчас легко. Почему? Они смотрят, а чего-то нет. Раз добавили, раз убрали и так далее. Понимаете? С чистого листа до холодного. Да. А начинать все это очень сложно. Я над своим 7 лет работала, несмотря на то, что уже несколько словарей было всяких. Вот. Единственный, по-моему, да, с транскрипцией у тебя. С транскрипцией, да. Транскрипция. Это меня побудило как раз-таки транскрипцию сделать, потому что у нас произносительная норма не совпадает с написанием. Еще, если в слове 2 или более слогов, то конечные гласные не произносятся. А мне говорят, если не произносятся, зачем вы это пишете? Стоп, я говорю. Ты не подумал. Вот, например, «нан». Я говорю, конечное «а» ты не слышишь. А если я скажу «на-на», «иша», «ваша», при перечислении слов это «а» выявляется. Понимаете? Поэтому пишется это «а». Это не обосновывается, нигде это не написано. Я пишу это. Почему? Потому что мне задают вопросы эти, и мне нужно на них ответить. Я поэтому им говорю это. Понимаете? Вот.
Ну, я, например, считаю, что буквы Я, Ю, мы должны писать и краткое А, и краткое Э, и краткое У, и краткое Ю. Почему? Объясняю. Потому что в чеченском языке и краткое является формой выражения грамматического класса. Понимаете? Если я говорю «ялласо» урок шьин, «ялла», я пишу «я», мягкий знак. Что это такое? Где там показывается, что это женщина закончила? Нигде. Потому что «я» – это не классный показатель. Значит, я должна. Почему я сделала транскрипцию в своем словаре? Я, ялла, я с мягким знаком. Открывается скобочка, пишется и краткое. А, мягкий знак. Л, А. Вот она где и краткое. И что же я с 1 класса должна всем объяснять детям каждый раз, как попадается слово с я, ю, я должна каждый раз объяснять, что это и краткое внутри содержится этого. Это неправильно. Вот последовательность должна быть. Ну, и здесь и краткое, и классный показатель, и краткое. Совершенно верно. Если дано такое нам, что и краткое – это классный показатель, будьте любезны. Пишите. Почему не пишете-то? Это разногласие, получается. Это неправильно. Понимаете? И таких мелочей очень много. И таких, это не мелочи. Извините меня, я не считаю это мелочью, потому что это грамматически, это из грамматики. Понимаете? Это целое грамматическое явление. Как можно выбросить? Вот так просто. Да, есть. Вот. Поэтому такие вещи не делаются. Я считаю, что это тоже нужно собрать орфографическую комиссию при правительстве. Нужно собрать языковедов, которые выскажут свое мнение. Это не обязательно, что все принять то, что мы говорим. Это не обязательно. Может быть, кто-то не согласен с чем-то, кто-то скажет там то-то сё. Но выслушать и обратить внимание на это надо. Вот я, по-моему, приводила этот пример матрац. Все время сколько уже пишут матрац, ц. И вдруг с позапрошлого года матрас везде. Это естественно, понимаете, язык не стоит на месте. И он прогрессирует, он заявляет свои права на произносительную норму. Вот так. Я говорю, что у нас есть звук «ы». Буквы нет. Вот как в русском языке. Шила. Пишется ше, и, ле, о. А произносительная норма шила. Пока еще это не сделано. У нас то же самое. Понимаете? После 6... К этому я это совершенно, у меня это не было за все годы работы. Почему? Потому что я не обращала на это внимания. А когда я начала работать со словарем, вдруг выясняется, что после 6 согласных, если стоит и долгое, е, как дифтонг и, то как и произносится. Например, кид, эн, ид. Видишь, это не ид, как там написано, и долго. Ид. А вот хиз. Понимаешь? То есть, правило хулуксика, так получается? А как же, конечно, правило. Это исключение из того, что сказано. Понимаете? Я же не говорю, что везде, где «и», там произносится «ы». Нет. Это надо было выявить, что вот эти 6 только букв согласно. Только после них. Теперь в русском языке есть буква «э» и звук «э». И посмотри, что получается. Так как они уже знают, что это «э», они говорят «эхарт». А у нас
чеченское «э» не соответствует русскому звуку «э». Да. У нас это узкий, во-первых, узкий, во-вторых, мягкий. Элир, смотри, элир, я, ец, инкал, мягкая, узкая. А здесь сравни, этаж. Да. Ну, абсолютно, небо и земля. Это совсем другой звук. Поэтому я вообще считаю, что нельзя так просто так переносить буквы из другого языка в другой язык, который совершенно отличается от того языка, откуда взяты эти буквы. Вот. Так, Хузува, как ты считаешь, вот другая графика нам помогла бы в этом, ну, кириллица, хавцарович, или на арабском? Насчет графики. Я с самого начала была ученым, которая говорила, что будущее всей этой компьютеров там, и всех этих вещей – это латинская графика. Чтобы мы вышли на этот уровень, нужно перейти было на латинскую графику. Да. Хотя эти буквы тоже не отражают чеченские звуки, но она у нас была. Понимаете? Это уже ближе нам было. Ну, теперь прошло много времени, теперь нам эта графика кириллица тоже ближе, та уже ушла, так сказать, в лету. Вот. И я была за нее. Но я была в Татарстане, с Шаймиевым разговаривала, тогда он был, и он сказал, что это наше будущее. Мы тоже перейдем. Так они вперед нас перешли. Они уже книги все подготовили на латинской графике. Кстати, у меня тоже для 1 класса были уже на латинской графике книги, но была война, и все у меня сгорело. Вот. И они начали, постановлением Верховного Совета тогда, значит, сказали, что на территории России только, значит, графика будет кириллица для всех языков, чтобы всем было понятно. Но пусть скоро указание такое, они закрыли, несмотря на то, что такую большую работу проделали, а мы не начали. Но мы-то из-за войны не начали. В принципе, тоже мы не начали, потому что это было не разрешено. Понятно. А сегодня я считаю, что мы не должны предпринимать. Это бесполезно. Никаких усилий для того, чтобы перейти на латинскую графику. Все удивляются, когда я так говорю, потому что я была ярым противником кириллицы. Почему? Потому что я хотела войти в систему мировую, понимаете? Но поскольку это запрещено всем, мы не должны быть исключением. И не будем, это уж точно. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день у нас задача какая? Срочно созвать орфографическую комиссию и начать работу над орфографией. Вот посмотри, есть такое правило. В 3 случаях вместо «эв» пишется «ев». Например, «дэушхирду». Почему не «эв»? Я везде в книгах своих пишу «эв», что вызвало у некоторых, не читавших предисловие и не читавших грамматику, а бравших слово, они говорят, это явная ошибка. А когда мне звонят, и говорят, почему вы так написали, почему вы... Я говорю, потому что я считаю, прочитайте предисловие, ребят, но нельзя так относиться небрежно к своему языку. Если ты хочешь что-то знать, сначала поищи в книгах. А я везде, в каждой книжке, не просто в словаре, это в любой книге написано. Эвшир пишется. Когда кто говорит эвшир? Никто не говорит. Эвшир говорят. Поэтому, значит, я считаю, что орфография у нас стоит на
Даже перед номером 1. Не то, что номер 1, а перед номером 1. Поэтому надо на это обратить внимание. А теперь насчет вот твердого мягкого знака тоже вопросы. Значит, в школе тоже это не дают. Надо знать, что они знают, что в русском языке твердый знак разделительный. У нас несколько функций твердого знака. Что мы пишем на доске? Твердый знак. Первое, что он обозначает? Он образует букву К. Пишем буква К. Второе, что обозначает твердый знак? Он может быть разделительный. Он делит гласное и согласное, чтобы они не сливались. Например, щелдела, мацела и так далее. Вот в этих случаях. Далее, третье. Твердый знак выступает как смык. Вот видишь, сколько у него... Зачем? Когда вот этой одной буквой, которую я сказала, можно было все случаи обозначать этой одной буквой. Этим знаком, я хочу сказать. В конце слов пишется твердый знак, например, сура. Видишь, это смык, это никакая не буква. При перечислении пишут А. Зура А. Нана А. Видишь, А, смык, гортанный приступ. Ну и пишите А. Нет, мы будем писать А. Теперь в середине Ха, Л, То, Л. 2 А. Так они не пишут Ха, А, Л. 2 А. Они между ними ставят твердый знак. Ну, как учитель должен разобраться, если ему никто это не говорит, почему и зачем? Это смык. В начале всех слов, которые с гласной начинаются, смык произносят чеченцы. А, видишь, смык, потом только А. А сейчас никому не сейчас А. Видишь? То есть язык теряет свои качества. И Хаал. Зачем этот твердый знак нужен? Там 2 А. И в середине слов, если рядом 2 гласные, они смыком разделяются. Там смык, гортанный приступ. Все. Больше ничего, понимаешь? Вот как. Есть положение. Последовательность. Значит, мягкий знак. Всего 2 слова, в которых мягкий знак у нас выступает как разделительный. Почему? Потому что это буква К. Щекелла. Видишь? Щекелла было бы, если бы мы не разделили. Мы не можем поставить твердый знак, потому что будет буква К. Да. Мы ставим мягкий знак. Ну, объясните это детям. Скажите им, что это ставится только потому, что вот у нас вот так это К может. Или же халлак-хилла. Халлак, а потом хилла. Это одно слово. Халлак-хилла. Если мы не напишем, будет кх. Видишь? Халлак-хилла. Вот это кх будет буква наша. Звук. Неправильно. Мы не можем поставить туда мягкий, твердый знак. Да. Почему? Потому что будет к, халака-хила. Неправильно. Значит, мы ставим мягкий знак. Таких у нас букв нет согласных с мягким, кроме ха. И все. Понимаешь? Ну, вот так вот. А можешь еще раз сказать насчет этих глагольных, глаголовых показателей, да. do, you, я понимаю, что надо слова запоминать вместе с этими классовыми показателями. Но, может, есть какие-то там правила вместе с этим? Это очень частый вопрос. Правила вот какие. Я скажу. Исторически сложилось так, что все слова
Ну, существительные имеются в виду. Ну, а от существительного зависит глагол. Это уже другая проблема. Но в смысле, например, если quand, то vous, поэтому веду. Я так и пишу. Quand vous, поэтому веду. You, поэтому веду. Аж бу, поэтому бу. Понимаешь, это согласование в классе грамматическом. Итак, значит, все слова делились на две группы. Класс человека и класс вещей. Больше никаких не было. Вот было два класса. Исторически потихонечку женщина завоевала себе место рядом с мужчиной. И получила от мужчины класс множественного числа. Например, стагву нахбу. И она получила зудью, а зудрибу. Множественное число он ей отдал. Но единственное она сохранила из общего, который был. И еще надо знать, что все заимствованные слова в основном, если они не по значению как-то не соприкасаются с чеченским, они все в классе Ю. Да. Понимаете? То есть какие-то нормы надо вырабатывать для себя, что вот так вот. Понимаете? Вот. И не так уж много у нас слов, которые вот там, в классе вещей, 4 класса, не так много слов, которые там распределяются. Никак мы не можем сказать, почему он ду, а колом бу. Не можем. Понимаете? Нету таких обоснований. Просто надо знать, что он ду, а колом бу. Понимаете? Единственное, что мы можем, это женский и мужской. Показатель мужских всех слов это В, а показатель женских это Е в единственное и Б во множественное. И для мужчин, и для женщин. Это мы должны знать. Это мы знаем. У нас нет родов. Вот они хотят все свести к родам. Это я тебе говорила, что опережает обучение русскому языку чеченский, поэтому так. Понимаете? А если бы этого не было, они бы даже не знали, что такое род. Они бы знали, что у нас есть грамматический класс для мужчин В, а для женщин Я. И согласуются с теми. Есть у нас числительные, которые изменяют грамматический класс. Но не все, всего 4. Ди, дейти, дюэспэ, 3. Видишь? Да. Ну, еще может быть дюэспэ, дит. Вот такие сложные я не беру, поэтому я сказала 4. А так вот всего 3. Ви, кант, потому что кант ву. Е, юа, потому что юа, ю. Согласование идет в классе. Я-е. Поэтому как они будут говорить я-ю, если там нету е? Девочка это или мальчик? Понимаешь, вот о чем речь. Надо все связывать друг с дружкой. И тогда получится. Получится. А когда просто так бросаются словами, ничего не получится. Вот. Теперь грамматических классов 6. 2 для человека и 4 для остальных вещей, явлений и так далее. А классных показателей всего 4. В, Е, Б, Д. Разница большая между классным показателем. Это не есть. Вот ву, бу, ду, ю – это есть. Я есть мальчик, я есть девочка. А В, Б, Д, Е – это просто показатель. Их мало, около 20 глаголов, всего 4 числительных, всего вок, йок, бок, там этих прилагательных тоже совсем мало. Но учителя должны знать и должны давать это ученикам, чтобы они знали, почему так происходит. Кант вох, а почему вох?
Объясняю, потому что кант «ву», и вот это «в» согласуется с этим «вох». А «ю», почему? Потому что «ю», и вот это «я» согласуется с «ю». «Кием дох», потому что «кием ду», поэтому «дох де». Все просто очень. Да, Зулай, так, и еще такой вопрос. Вот что есть литературный чеченский язык? И по поводу диалектов. Вот какая сегодня ситуация с этими диалектами? Значит, когда я открывала Академию наук, нашу, сегодняшнюю, Цаек. да, я думала, что отдел, который будет существовать там, шведского языка и литературы или войнавских языков и литератур, будет заниматься в первую очередь вопросами диалектов и говоров. Почему? Потому что они пропадают на сегодняшний день. У нас 7 диалектов и 10 говоров признано. Вот, например, Чеберлоевский. Преподается-то литературный, значит, какие-то слова уже исчезают. Литературный, например, «Гунци, руару, бахуш». Чеберлойцы говорят. А литературный говорит «хинци, рувуру, бохуш». Разница. Видите? Это наше богатство, это исторически сложившийся чеченский язык, который они сохранили, потому что не было такого влияния, как на городских, на плоскостной. Понимаешь, язык? Терять нельзя, да, диалект. Вот. Поэтому, или терки стой, как говорят, или шо той, как говорят, абоу. Ну, хохочет, допустим, да? Не надо хохотать. Надо уважительно относиться к любому говору и диалекту чеченского языка. И я думала, почему я это говорю? На 5 курсе студенты отправляются на практику. Ой, дай задание, она живет в Шатое. Запиши. Сейчас есть телефоны, нажал диктофоны. Запиши. Я тебе зачту это как дипломную работу. И подай мне шатойский диалект. Чеберлой живешь? Будь любезен. Дай мне чеберлойский говор, диалект, дайский говор. Дай одно село, говорит на своем говоре. Веденский говор. Кехт вместо кихт, говорят они. Ну и так далее. То есть объятнее нельзя. Я сейчас не буду приводить много примеров. Но вот каждый диалект и каждый говор имеет свои особенности. И почему сейчас назрела такая острая необходимость? Потому что они исчезают потихоньку. А нам надо, чтобы вот если я хочу познакомиться с чеберлойским диалектом, чтобы лежала книга, написанная чеберлойский диалект. Веденский говор. Надо. Да. Мы-то преподаем литературный язык. И я же их ломаю. Учитель их ломает. И говорит этот инта, они приходят домой и начинают говорить, «Тахайнгар хочу, и элер, ишт бог мам не издать избэб». Понимаешь? Не объясняют. Поэтому я говорю, что нужно срочно принимать меры, потому чтобы описать все диалекты и говоры. Иначе мы останемся без них. Очень мало. Сказки все на их языке, на их диалекте, на их говоре надо записать. Литературные уже издали 1000 раз. А вот говоров нет, диалектов нет. Это работа, большая работа, и это, конечно, от правительства зависит. Это серьезный вопрос, который нужно решать на правительственном уровне. Да, Мула, решится этот вопрос. Да, я тоже думаю, что решится. В каком будущем, не знаю, но что решиться должен обязательно, это я знаю. Все, у меня уже горло село. Так, ты когда цаи зовут,
Тут вопросы не пишут, я, правда, не успеваю читать. Тут пишут Садхата Шамдо Кадова. Ну, я попрошу потом объяснить и отдельно об этом напишу, наверное, да? Садхата Штарохка. Например, Дуэлху, Гурву, вот как вот это Г. Что? Хинц Дуэлху, Дуэду, Ол, Хинц Гушт, вот Г где-то пишут. Гушту не говорят. Это неправильно. Дуэлху. Ни в коем случае не гушту. Гушту нету. Гурву, например. А это совсем другое. Вот, и моменты. Хивус хатташ Это хоколок. просто надо запоминать, как надо говорить, и все. Гушту, что такое это вообще? Ну, а сам и Г, и Х, цахол, гурву, вахара. Это вроде бы идти переводится. Ну, вот... Го. Есть такое слово го. Иди. Понимаешь? Вот эта форма го, это в будущем времени гурву. Вот она. Понимаешь? А вьет от ваха. Худа. Ваха. Идти. Вьет. Вахар. Вахна. Видишь? А теперь разные надо исходить выходят. из чего сделано? Из того, что у нас очень подвижная корневая гласная. Очень. Если ты не знаешь чеченский язык, ты не сможешь сказать какое-то слово. Ну, например, ал, ол, элла, эллер. Смотри, все 4 буквы изменились. Как ты узнаешь, какая там начальная форма? Не узнаешь. Вот такой подвижный язык у нас. Абсолютно. Так, что ты пожелаешь напоследок тем, кто даже буквы ногти моссу ма'на бейш халку, что тигр метниш сани и был ногти мот. Вот цердена, Мухаммедова сказала, а Ушинский, известный педагог, сказал, что сначала дети должны выучить материнский свой язык, свой родной язык. Основываясь, опираясь на этот родной язык, потом учите хоть 10 языков. Это когда французский ввели, он начал. Вот. И английский, и китайский, и французский, какой хотите. Мы же не говорим не учите, учите. Ну, как уже второй, третий язык. Как второй язык. Понимаете? Вот. И я очень прошу родителей, очень прошу, чем меньше ребенок по возрасту, он легче воспринимает то, что ему объясняешь. Он схватывает, у меня есть 2 мальчика, братья они, один вообще не ходит еще в школу, ему 5 лет, а другому 7. Тот может писать что-то, вот когда я напишу на доске, а он сразу ловит и повторяет. У них очень острый ум, память хорошая у детей. Поэтому чем меньше ваш ребенок, тем быстрее начинайте обучение языку чеченскому. Это раз. Второе. Где есть диаспоры, объединяйтесь. Вот я приводила и привожу пример. Турция и Иордания. И в Турции, и в Иорданию в какие века ушли люди. Шамилев, слава Богу, и так далее. Не будем сейчас по истории. Просто и там, и там. Но что случилось? В Иордании появился человек, который сказал, мы должны жить вместе, компактно. И они в 4 селах живут компактно. В Иордании. Почему они сохранили язык, как они красиво говорят на чеченском языке, я говорила с иорданцами. И ой, хажа, да. Вот понятно каждое слово, каждый звук. И не небрежно, а очень уважительно относятся к своему языку. Сохранили обычаи, традиции, язык. А в Турции нет. Ну, условия были разные. Там разрешили, а в Турции не разрешали. Писать даже, что ты чеченец, не разрешали. Ну и
пользоваться этим тоже не надо было. Надо было стараться. Вот в селе сейчас тоже старики сохранили. Есть в Турции, мы ездили. Сохранили они язык чеченский. А молодые, конечно, не успели выучиться, уехали в Стамбул, в Анкару, учиться в университете, все на турецком языке. И они блестяще знают турецкий, но не знают чеченский. Бен чечен, я чечен на турецком. И плачут. Я говорю, что плакать? Про себя, конечно, я им не говорю. Я их жалею. Но не появился человек, который, если живут здесь вот 5 человек, объединить их, сказать, давайте каждый вечер будем час заниматься чеченским языком, говорить друг с другом, читать и так далее. И еще, так как вы далеко живете, и даже в России, если вы живете в каком-то другом городе, не в Чечне, собирайтесь. 5 человек, 3 человека, 7 человек. Каждый вечер берите какую-нибудь мою книгу, читайте. Старайтесь понять, что там. Вот я рекомендую сказки, допустим. Да? Почему? Потому что там и на русском, и на чеченском языке. Если ты что-то на чеченском, какое-то слово не уловил, ты можешь заглянуть в перевод. Это вот это. Понимаете? И вспомните. Да. Переводите с чеченского на русский, с русского на чеченский, какие-то маленькие тексты. Вот давай поговорим, там, кстати, очень много упражнений, где переводите. Это естественный процесс. И, конечно, надо словари всем тоже приобрести для того, чтобы знать, как произносить. Потому что это единственный словарь, в котором произносительные нормы обозначены. То есть и дифтонги, и впереди смык, и долгота, и краткость, и носовой, и чистый, и так далее. То есть там дается транскрипция, которая вот так необходима, просто очень необходимо для чтения. «Со школе ведура». В 1 классе читают книгу. «Со школе ведура». Нету такого чеченского языка. Извините, у нас не слоговое чтение, а вы из русского языка перенесли слоговое чтение к нам в чеченский язык. У нас не слоговое чтение. Ведур, хажур, олур, соцур. Пожалуйста. Сетнир. А конечное не читается. Нету сетнира. Нету такого. Даже в середине некоторые гласные выбрасываются. Понимаешь? Сетнир. Видишь? То есть, много моментов. И я буду очень счастлива, если вам удастся собрать людей, сесть и начать изучать язык. Я готова приехать на неделю, допустим, в ту же Бельгию, в ту же Францию, в ту же Англию, где вы скажете, Зулайха-имина, на неделю нам дайте семинарские какие-то занятия, чтобы мы у вас научились преподавать им. Вы остаетесь, поэтому я вас научу, и вы будете продолжать обучать детей. Я разорваться не могу, везде не могу, но приеду там на неделю, соберу этих преподавателей и объясню им, как это надо преподавать, чтобы дети поняли это. Конечно, могут быть и чеченцы, которые знают язык, но хотели бы его углубить. Пожалуйста, самоучитель чеченского языка. В словаре вся грамматика дана. Все это тоже можно сделать. Это не проблема. И еще. Вот Зверин большую работу проводит в том, чтобы книги были у вас. Я вас очень прошу. Не листайте предисловия просто так. Там ничего просто так в этих книгах не написано. Очень внимательно сосредоточьтесь на том, что написано в предисловии. Да, если все книги Зулайхи Хамидовой есть у нас. Вот. Да, поэтому, пожалуйста, заказывайте, берите, покупайте, учите. Потому что осталось их очень мало. Что их переиздадут? Никакого вопроса, не переиздадут. Пока, во всяком случае, на сегодняшний день это очень дорогостоящее удовольствие. Да.
Поэтому я не думаю, что кто-то будет переиздавать это мне. Не будут. Но вот то, что есть, уже они заканчиваются. Поэтому приобретайте, учите, и я буду рада. Да, вот как раз приехал за очередной партией. Вот сейчас заберу. Так что, если что, обращайтесь. Обращайтесь, да. Вот комплекты, видишь? Вот комплект книг. Комплектами Мадук Лавиал Хайоныш из Канады там брали, Вот, по всей Европе вот уже комплект, сколько брали. Видите, книг, который нужен вам для того, чтобы начать изучать чеченский язык. Пожалуйста. 8 книг элементарно. Я думаю, что вы один раз не купите себе свитер за 10 тысяч и купите комплект. Я так думаю. Или, может, я так Нинцам йоч книжку так виснитеш, и книжку йоч так виснитеш, уже все книжки луж уже колов что. Конечно. Я знаю, что много есть еще людей, которые не имеют их. У них же тираж 1000 экземпляров. А нас сколько? Ты кто называешь? Больше 1 миллиона. Так что пока есть, вот видишь, всего 2 пачки второй части. Это 10 штук всего осталось. А всего есть на гюпе. Ну да. Больше нету второй части. Третьей части очень мало. Вот. Разговорник. Те, кто... Словарь заканчивается, Да, по-моему, тоже. хоть чуть-чуть знает язык, немножко, но хочет еще лучше знать, разговорник надо покупать, надо читать здесь все разговорные темы. Пожалуйста, читайте. Тоже с транскрипцией, чтобы вы могли прочитать. Ну, не знаю. Вот, я сделала со своей стороны все, что я могла. Да, у нас же все преподаватели, когда я говорю, что я на связи с Зулай Хамидовой, все только просят передать. Я была ученицей Зулай Хамидовой, все у нас ученицы Зулай Хамидовой. Зулай. Я понимаю, мел дис швартум шхирдоха, но Охмасит ит шершка, мелгул дел хумша, а от книжки уже яздина, хизор ясо, он деврис хузувай, да это бой. Аминь. Аминь. Я очень рада, что они хотят тоже что-то сделать, чтобы обучить тех, кто не знает язык. Мастерга док маршал тус югар, сун хасхит шудолш. Надо